Я продолжаю писать карту дня на 29 июня. Это у меня вторая часть. Здесь я смотрю следующих 6 знаков зодиака. От весов до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков, вам нужна первая часть этого видео. Ссылочка на нее есть под этим видео в описании. Вы прокручиваете вниз, и там вы можете найти. Также можно еще ставить запрос в комментарии, если вы не знаете, где и как искать. Я вам оставлю в комментарии ссылку. Так, хорошо, смотрим дальше. Весы. 29 июня, среда. События дня. Покажите мне. Весы. Смотрим. Что-то я у вас ничего не вижу. Ага. Напросилась, называется. Глубокая печаль. Какие-то могут быть сильные переживания в среду. Сейчас посмотрим, будет повод или нет. События подскажут. Ожидание. Вам придется кого-то или что-то ждать в среду. Возможно, друзей. Друг показывает. Подружку, друга. Ножницы. Решится какое-то дело, какой-то вопрос. Ой, чуть не убежала. Так, и проверяем периметр. Смотрите, сразу вижу сундук. Это финансовые поступления. Показывает прибыль. Деньги прибывают. Почему-то вечером, да, то есть поздно вечером, скорее всего. Так, смотрим. Здесь нет карточки, здесь нет совпадений. Нет. И нет совпадений. Смотрите, могла быть цепь, но я цепь не увидела, да, то есть пропустила. Но зато я увидела прибыль. Если вы первый увидели цепь, значит у вас проиграется цепь. Это нерешенный вопрос, который благодаря ножницам решится. Но тогда у вас не проиграется прибыль, если вы цепь заметили. Так, смотрите, что получается у вас в этот день. У вас глубокая печаль, она как бы в стороне находится от основных событий. Да, то есть о чем это говорит? Обычно это говорит о том, что именно вот это разочарование, расстройство не касается вас лично. То есть очень часто проигрывается, когда мы, например, увидели какую-то новость, да, по телевизору, там, в Ютубе, не знаю, какую-то ужасную, да, то есть очень сильно расстроились, там, встретили соседку, она что-то рассказала, там, страшно, да, и мы расстроились. То есть очень часто это не касается нас лично, когда вот выпадает отдельно, да, это колодец. Поэтому я уж не знаю, как у вас проиграется, но надеюсь, что вот это вот разочарование, расстройство вас не коснется. Да, то есть это не ваши личные будут какие-то проблемы. Дальше, значит, смотрите, ожидания, общение с друзьями, решение каких-то вопросов и поступление прибыли. Вот такие события у меня для вас на среду. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к скорпионам. Сейчас будем смотреть, что у скорпионов. Скорпионы, 29 июня. События дня. Двадцать 29 июня. События дня. Среда. Покажите мне. Скорпионы.
Смотрите, первое, что выпадает, весы, выбор. Вы стоите перед выбором. Да, нет, делать, не делать, идти, не идти. Обычно это сложный выбор. Да, то есть два варианта, из которых сложно выбрать. Угу. Поступление прибыли. Флаг нельзя. Успех. Скользкое дело. Вот здесь надо быть осторожными. Застолье. Угу. И глубокая печаль. Ну, понятное дело. Как результат вот этого скользкого дела, понимаете? Разочарование. Ключик. Но все в ваших руках, понимаете, скорпиончики? То, о чем я и говорю. Все в ваших руках. Вы можете избежать этого скользкого дела. Благодаря ключу. Тем более вы теперь предупреждены. Так что сканируем, да, все и всех в среду. Якорь. Якорь часто показывает фиксацию где-то на одном месте. Да, то есть мы фиксируемся надолго. Например, весь вечер проводим в одном месте где-то. И мешочек с деньгами нельзя. Получается, смотрите, с утра какой-то выбор, стоите перед выбором, затем поступления финансовые, затем показывает, да, все как-то успешно, удачно складывается. Может быть застолье. Кстати, это может быть якорь на застолье, например, да, заякоритесь, несколько часов проведете. Ключик показывает, все прекрасно, все хорошо, да, то есть все двери открыты. И вот тебе да, такой есть минус, это какое-то скользкое, заманчивое предложение. И как результат после этого предложения разочарование. Да, то есть, например, что-то очень уговорили, вы купили, пришли домой, открыли, померили, да, то есть или посмотрели и расстроились, да, разочарование. Или там, не знаю, что-то на работе предложили, вы согласились, вечером подумали, да, или там что-то перепроверили и расстроились, потому что увидели какой-то подвох или обман. То есть всегда вот эта рыба – это обман. Вас пытаются обмануть, предлагают что-то, да, распрекрасное, а в итоге это ничего хорошего. Так что смотрите, в этот день надо быть начеку. Благодарю за внимание. Переходим дальше к стрельцам. Так, стрельцы. 29 июня, среда. События для стрельцов. Покажите мне, пожалуйста. Стрельцы. Стрельцы. Смотрим, что у вас. Застолье у вас выпадает. Первое, что я увидела. Общение с друзьями. Может быть, с друзьями будет застолье. Так, корона. Корона – это встреча с представителем закона власти. Ну, то есть каким-то очень важным, влиятельным человеком вы можете увидеться. Может быть, кстати, как вариант, он тоже будет на застолье.
Видите, рядышком выпадает. Деловое общение. Болезнь, плохое самочувствие или посещение медучреждения. Еще как вариант может быть усталость, например, да, когда вы чувствуете себя очень выжатыми вечером. Так, и ключик еще есть. Ключик. Ключик это всегда хорошо, потому что ключ показывает открытые двери, да, то есть это возможности в этот день. Либо какая-то ситуация может с ключом произойти. То есть иногда события проигрываются в лоб. Да, то есть прям вот ключ это ключ. Книга это книга, да, там купили книгу, почитали книгу. Ножницы, да, это, например, там подстригались. То есть иногда вот события так проигрываются. Единственное, что я у вас увидела свидание, но его нельзя, да, потому что эту карточку мне нужно перевернуть, а здесь уже зафиксировано, поэтому нельзя. Получается, у вас в этот день может быть застолье, общение с друзьями, встреча с каким-то важным человеком, мужчина, женщина, неважно. То есть, ну, это ключевое, да, значение, что этот человек очень какой-то влиятельный может быть. Деловое общение, возможности, да, все в ваших руках. То есть, возможно, вот это общение будет очень результативным благодаря ключу. Ну и череп может быть, конечно, усталость. Усталость, может быть, что-то болит, беспокоит, тянет, ноет, да, то есть, когда вот нас беспокоит тема здоровья. Череп часто показывает. Вот такая информация у меня для вас, стрельцы, на среду. Благодарю за внимание. Дальше перехожу я к козерожкам. Сейчас посмотрим, что у козерогов будет. Так, козерожки. 29 июня. Среда. События дня для козерогов. Покажите мне, пожалуйста. Это что такое? События дня для козерогов. 29 июня. Смотрим. Что-то у вас карты были очень непослушные, когда я мешала. Наверное, вы будете непослушны в этот день. Так, разлука. Временная разлука с кем-то. Первое событие. Да, вот видите, даже одна перевернутая. Понимаете, вот какой-то сумбур такой вот. Получение информации, новости. Еще и событий немного. Сложно понять, о чем речь. Ага, время. Вот видите, все-таки часы выпали. Я что-то так и подумала, что какая-то проблема со временем. Знаете, когда вот спешишь, да, вот это все валится из рук, ты не успеваешь, торопишься, да, вот какое-то вот такое вот очень суматошно как-то все. Может быть, чемодан показывает, что, допустим, вам надо уезжать в этот день. Иногда чемодан – это разлука, мы куда-то уезжаем. И, может быть, вы в этой спешке, да, то есть вы спешите и делаете вот какие-то ошибки. И время предупреждает будильник, говорит, будешь торопиться, будешь спешить. Угу. И череп в конце выпадает. Из-за вот этой спешки, да, и вот этого дурдома, возможно, ощущение такой усталости, выжатости какой-то будет вечером. Что-то будет беспокоить по здоровью.
события в месяце, либо какое-то событие, возможно, вы раз в месяц что-то делаете, связанное со здоровьем. Может еще вот так проигрываться вместе. Какие-то процедуры, например, раз в месяц. Цыпленок. Событие, связанное с детками. Общение, встреча, да, какое-то, что-то вместе делаете. Ну, больше я у вас тут не увидела ничего. Так, смотрите, что получается. Получается в этот день с кем-то разлука, расставание, чемодан. Дальше, получение информации, время. Вот, скорее всего, вторая половина дня вам нужно будет как-то, вот, может быть, одновременно делать много дел. Знаете, вот такое впечатление. И будильник говорит, вам надо будет везде успевать. Да, например, и за ребенком заехать, и здоровьем заняться, и какие-то еще дела, которые постоянно у вас в конце месяца, да, возникают. То есть вот такое ощущение, что одновременно придется заниматься 3 направлениями, будет такая немножко суматоха какая-то. Ну вот, мне так кажется, не знаю, так это будет или нет, ну вот, да, подсказывает, что следите за временем. И также еще обращайте внимание на свое здоровье, на детей и на какое-то событие. Еще придется уделить много внимания какому-то событию вечером. Вот такая информация, козероги, для вас. Благодарю за внимание. Перехожу к водолеям. Так, водолеи. Смотрим. 29 июня. Среда. События дня. События дня для водолеев. Водолеи. Так, смотрим, водолеи, что у вас? Надежда. Первое, что вижу. На что-то будете надеяться, во что-то верить. Прибыль. Может быть, надежда на получение, да, то есть вы надеетесь на какие-то поступления в этот день финансовые. Ну, видите, подсказывает события, что будут. Не зря надеетесь. Время нельзя. Также у вас будет какое-то событие, связанное с детьми. Цыпленок показывает. Приглашение. Интимная связь. Разочарование, расстройство. Шарики нельзя. Так, смотрим периметр. Выбор. Выбор. Траты. Мешок с деньгами. Так, здесь нет карточки, здесь нет. События в доме нельзя. Нет. Нет. И нет совпадений. Значит так, у вас получается первое, это надежда. В этот день какая-то есть, надеетесь на что-то. Могут быть траты, поступления, приглашения куда-то.
общение с детками могут быть не ваши дети, да, то есть внуки, племянники, крестники, даже там, не знаю, ученики как вариант, то есть какие-то дети. Интимная связь, выбор и очень сильное разочарование еще может быть. Уж с чем будет связано, непонятно. Но что-то вас может очень сильно расстроить вечером. Может быть, принятие, вот этот выбор, решение, да, то есть приходится выбирать из двух вариантов, и оба дороги, да, скажем так, и отказываясь от одного из вариантов, это доставляет вам вот такое разочарование, допустим, как вариант. Может и так проиграться. Вот такая информация, Водолеи, для вас на среду. Благодарю за внимание, перехожу к рыбкам. Так, рыбки. Покажите мне, пожалуйста, события для рыбок. Смотрим, рыбки, что у вас 29 июня. Весы, я у вас вижу первое событие. Вы стоите перед каким-то выбором. Угу. Скользкое дело. Рыба вам выпадает. Попытаться вас обмануть. И ссора, видите, небольшая тут же выпадает. Возможно, вы сразу вычислите, что это обман, и поссоритесь, да, поругаетесь с этим человеком, который будет предлагать это. Ожидание. Событие, связанное с детьми, цыпленок. Так. Слезы нельзя. События в доме. Какое-то мероприятие может быть в этот день. Прибыль. Финансовые поступления. Интимная связь нельзя. Хотя почему нельзя? Можно вот так сделать. Можно интимная связь. Так, и смотрим. Здесь получается неприятность нельзя, потому что карточка зафиксирована, я не могу ее повернуть. У вас получается в этот день вы стоите перед выбором, есть интимная связь, ну, кому это актуально. Дальше может быть какое-то заманчивое предложение сделано в этот день, и вам надо вот прям 10 раз подумать. Это обман. Вас пытаются как рыбку на крючок посадить, поэтому предлагают что-то такое, знаете, очень манкое, от которого сложно отказаться. Так вот, вам надо обратить на это внимание. Если что-то будет очень сильно привлекательное, перепроверьте, проконтролируйте, там, не знаю, уточните детали. В общем, будьте начеку. Может быть серьезный обман. Дальше может быть небольшая ссора, ожидание
Какое-то событие, связанное с детьми, еще будет в этот день. Событие у вас в доме, либо у кого-то из родни, какое-то мероприятие и поступление прибыли. Может быть, даже у вас, да, то есть если это мероприятие у вас, то прибыль, возможно, это подарки, это тоже считается прибыль, например. То есть вам что-то приносят, к вам прибывает. Поэтому, может быть, вот так проиграется. Вот такие события. В принципе, события неплохие, да, за исключением только вот рыбы. Здесь надо с рыбой быть осторожными вам на это, в среду, в этот день. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.